Татьяной назвали? В честь, может, какой-то родственницы или... Как раз, наверное, с точностью да наоборот. Бабушки, тетушки хотели, чтобы в честь бабы Юлии я была Юлией. Но мама категорически не нравилась маме это имя. Вот она решила, что буду я Танькой. И в те времена называли Татьянами довольно много. У нас только в классе было 3 Тани, и в параллельных было. Ну, вы же знаете, имена, они циклично как бы идут. Насти, Лизы, Даши, Тани, Лены. Они повторяются с интервалом в какие-то десятилетия. Что-то вот накладывает, вот и, допустим, Святая Татьяна, да? Покровительница Московского университета. Ну, святых Татьян было несколько. Ну, знаете, честно говоря, от Татьяны, которая университет, до День студентов мне добавился только дополнительный праздник. Татьянин день. И в этот день поздравляют. И днем рождения поздравляют. И с именинами, да, конечно. Ага. Скажите, вот есть детская такая поговорочка, наша, или стишок такой. Агния Барто, да. Таня громко плачет, уронила речку мячиком. Вас дразнили? Дразнили. А потом, когда-то, довольно давно, был хороший человек, который принес в компанию замечательную песенку «Ответ» называется. Если вы помните, Джо Дассена, была такая известная песня, хорошая, вот на мотив. Таня громко плачет, в речке тонет мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет мяч. Мяч вообще не тонет. Замечательно. Никому, кстати, в голову в детстве не приходило, мяч же действительно не тонет. А вообще, у вас есть традиция отмечать Татьянин день? Нет, традиции нет, хотя поздравляют. Вы знаете, и не было никогда почему-то. Видимо, праздников и так хватает. Ну да, вообще-то. Ну, я еще в интернете посмотрела, что вы в это воскресенье в свои именины проводите брейн-ринг. Что, где, когда. Ага. Мы играем с городским клубом интеллектуальным «Балтийский берег», 2-й тур во Дворце детства в 13:30, да. Играем в свои любимые игры. Я думаю, что это лучшая возможность отметить этот праздник. Во сколько начало? В 13:30. Приходите, если хотите, будет хорошо. интересно.